Российские паломники, в том числе участники благотворительной акции «Хадж Керим», получат хадж-визы в полном объеме. О преодолении сложностей с получением виз благодаря совместной работе команды Думы РФ, администрации президента, правительства, Министерства иностранных дел России и руководства Саудовской Аравии 23 мая после пятничной молитвы сообщил заместитель председателя Думы РФ Ильдар Нуриманов. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин подвел итоги Казан-форум-2025. В этом году его посетили представители 96 стран и 82 регионов России. В рамках форума прошло 200 мероприятий, где выступили 990 экспертов. Было подписано 130 соглашений. Вице-премьер подчеркнул развитие сотрудничества в сферах цифровизации, исламских финансов, туризма и халяль-индустрии. Научному руководителю и главному научному сотруднику Института востоковедения РАН, доктору исторических наук, академику Виталию Наумкину исполнилось 80 лет. С юбилеем ученого поздравил главный муфтий шейх Равиль Гайнудин. К чествованию академика Наумкина в ИВРАН присоединился первый заместитель председателя Думы РФ доктор Дамир Мухиддинов. Он вручил юбиляру выпущенный издательским домом Медина современный русский перевод книги «Система» Дмитрия Кантемира. Заместитель председателя Думы РФ муфтий Рушан Аббасов принял участие в торжественном приеме в Большом особняке Министерства иностранных дел РФ по случаю праздника Пасхи. Он передал Сергею Лаврову и патриарху Московскому и всей Руси Кириллу поздравления с главным христианским праздником от имени муфтия шейха Равиля Гайнудина и подчеркнул общность усилий традиционных религий России в укреплении мира, согласия и добрососедства в обществе. Министр юстиции ОАЭ Абдалла Аль-Нуайми предложил создать совместную экспертную группу Минюстов России и Арабских Эмиратов для развития сотрудничества в сфере государственных услуг. Заявление прозвучало в ходе встречи министров юстиции РФ и ОАЭ на полях 13-го Петербургского международного юридического форума. В Перми появился первый в России эндаумент-фонд под управлением мусульман, фонд целевого капитала «Вечное доброе». Его учредило Духовное управление мусульман Пермского края. В планах фонда финансовая поддержка студентов и преподавателей местного исламского колледжа, проведение мероприятий и научных конференций.